أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к нам в Коране, предупреждает нас о скором наступлении часа, о том, что скоро весь этот мир исчезнет, все разрушится, и мы в том числе предстанем перед Аллахом и будем отвечать за свои деяния, которые совершали на земле, будучи в этой жизни, живя в этом мире. О скором наступлении часа предупреждал и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, опираясь на эти аяты. Он говорил, что первым признаком того судного дня, то есть часа, о наступлении киямата, он говорит о непослушании детей своим родителям. То есть в знаменитом хадисе, где говорится, что рабыня родит себе царя, предупреждение о том, что ваши дети будут командовать вами, они будут непослушными. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, в одном из своих хадисов даже предупреждает, иногда некоторым лучше даже не жениться в этом мире, потому что вряд ли они смогут воспитать своих детей согласно шариату, в почтении к родителям, почтении к окружающему миру, предупреждает об этом. Сегодня нам приходится часто видеть, что некоторые молодые люди, которые чувствуют какую-то любовь, какое-то эмоциональное чувство друг к другу, даже еще не достигшие совершеннолетия, стараются связать свою жизнь друг с другом. И когда им задается вопрос, а как же родители? Вы спросили у них разрешение? Они говорят, это те, которые чуть-чуть узнали про религию и начали соблюдать некоторые моменты гибадата, видов поклонения, как намаз, или ураза, или там пост, или что-то другое, или съездили на хадж, но будучи несовершеннолетними. Совершеннолетие, согласно ханафитскому мазхабу, определяется согласно законам того общества, где мы живем. В нашем обществе это понятно, что совершеннолетие достигается в 18 лет, но если человек еще и продолжает учиться и находится на попечении у родителей, то обязательно нужно как-то согласовать с родителями. Мы об этом говорим, но многие молодые люди говорят, что ведь они не читают намаз. Но мы спрашиваем, они веруют ли в Аллаха? Да, они говорят, что наши родители говорят, что веруют. Говорят «Бисмиллахир рахманир рахим», произносят тахлили «Ля иляха илляллах Мухаммад Расуллах», но они не читают намаз или что-то. Но все равно, какими бы ни были твои родители, ты должен согласовывать с ними все свои действия, пока ты находишься на попечении у них. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля определил место родителей после того, как объяснил, что нужно поклоняться только Ему самому одному и не предавать сотоварищей. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва лил валидайни ихсанан». То есть, не предавая сотоварищей, поклоняйтесь Аллаху. И к родителям благоговение и почтение. И в сурате Исра Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к нам, говорит: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. То есть определил Аллах Субханаху ва Тааля, точно вам поставил условие, что ни в коем случае не поклоняйтесь другому какому-нибудь существу, вещи, идеи, кроме как Аллаха. Только Аллах единый, достойный поклонения. И к своим родителям будьте почтительны. И когда достигнут они какого-то определенного возраста и достигнет какая-то слабость пожилого возраста или даже в любое другое время, никогда не говорите «уф». То есть «уф», если сравнить с нашей сегодняшней терминологией, это будет выглядеть, как будто мы плюем на них. Если мы скажем «уффин лякум», то есть «тьфу на вас», я не буду слушаться вас.
То есть Аллах Субхану ва Тааля очень серьезно и строго предупреждает об этом. Слушайтесь своих родителей, ведь они воспитали вас, ведь они заботятся о вас. Даже если вы достигли 40 лет, когда достигаете 40 лет, вы знаете, что, как говорят, что если ты стал даже дедушкой или бабушкой, то все равно ты для меня ребенок, говорит твой отец или мать. Они так говорят. И когда ты достигнешь 40 лет, когда ты уже созреешь, когда ты уже поймешь, то попроси у Аллаха, «Рабби ирхамхума кама раббаяни сагиран». То есть Аллах Субхану ва Тааля повелевает нам обращаться к себе с мольбой и просить: «О Господь наш, о Раб, я Рабби, ниспошли на них свою милость и сделай так, чтобы я мог заботиться о них так же, как они заботились обо мне». И когда очень жалко, когда мы видим тех молодых людей, которые в тех или иных вопросах думают, что они уже созрели и что они уже сами могут что-то решать, и для того, чтобы оправдать себя, они говорят, что ведь мои родители далеки от ислама, хотя эти же родители научили их словам «Бисмиллахир рахманир рахим» или «Ла илляха илляллах Мухаммадур Расулуллах». И они говорят, что ведь они не читают намаз, ведь они не придерживаются каких-то основных правил шариата. Но даже если они совсем не в религии, далеки от религии, мы должны все равно их воспринимать. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи, когда увидел, что Асма бинт Абу Бакр сидит спиной к своей матери и, насупившись, он говорит: почему ты так отвернулась от своей матери? Но она же приехала просто проведать меня, и она не признает религию Аллаха, говорит она. Даже если она не признает, даже если она язычница, ты должна все равно относиться к ней с почтением и благоговением. И только в тех вопросах, которых родители твои просят, что откажись от этой религии, откажись от Аллаха и не признавай пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, наузу билляхи минаш шайтан раджим. И в этих вопросах ты можешь просто ласково, с уважением сказать: я не могу бросить, потому что я верую в Аллаха, верую в Его посланника, и буду на этом пути. Во всем остальном ты должен придерживаться почтительного, уважительного отношения к своим родителям и слушаться их, если они не призывают к какому-нибудь плохому действию. И некоторые думают, что мы сейчас, если совершим никах, много таких, которые без разрешения родителей, даже не ставя в их известность, совершают никах или совершают какие-то другие действия, они думают, что мы достигнем какого-то того, что мы сами желаем. Тот путь, который я выбрал, и тот путь, по которому я сейчас пойду, это действительно правильный путь. Я знаю, да, это юношеский максимализм, но Аллах Субхану ва Тааля аятом Корана для нас говорит, что вы думаете, что если что-то вы совершите, это лучше для вас, или если Аллах Субхану ва Тааля вам предлагает, вы отказываетесь от этого и говорите, что это плохо для вас. Аллах лучше знать, не вам. Исходя из этого аята мы говорим, что в данном случае, может, совершая какую-то аналогию, далекую аналогию, мы говорим, что все-таки родителей нужно поставить в известность, посоветоваться, потому что самое опасное, если родители не будут согласны, и если не будет их довольства, то никогда не быть счастливым в этой жизни этим детям. Да и в будущем тоже их ждет гнев Аллаха. Наузу биллях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.